сюда везут тележками, легковыми автомобилями и даже грузовиками. Это контейнерная площадка на Давыдово авиастроительного района. Одна на несколько улиц частного сектора. Вывозить мусор, говорят местные, никто не торопится. Тут еще больше было. Почему так много накапливается-то? Не вывозят, что ли? Да, Поскольку не вывозят? бывает неделю, бывает 3 дня. Жители обратились в прокуратуру и к экологам. Факты нарушений подтвердились. На 6 площадках выявили систематический сбой графика. Мы выявили тот факт, что имеет место быть несвоевременный вывоз, который должен осуществляться в теплое время, а именно при плюс 5 градусов ежедневно. За это возбуждено административное производство в отношении УК ЖКХ, и оно будет привлечено к административной ответственности. Переполненные контейнеры еще полбеды. Рядом есть свободные соседние, поэтому в случае чего домашний мусор можно оставить здесь. Куда сложнее с мусором крупногабаритным или строительным. Их можно выбрасывать только в специализированные бункеры. Но здесь их нет. Отсюда и появляются вот такие огромные кучи. Если за вывоз отвечает регоператор, то за обустройство уже муниципальные власти. Проверка показала, большинство площадок не отвечает требованиям. Где-то нет бункеров, где-то баков для раздельного сбора, где-то и самих контейнеров. Если мы были на предыдущем месте, это было похоже на контейнерную площадку, то есть оборудованную как-то, то здесь это больше похоже на несанкционированную свалку. Это площадка на Камышинской. Из-за скопившейся горы мусора ее даже не видно. По словам жителей, с весны мусоровозы начали приезжать раз в месяц. Раз в месяц, наверное. В том году и у них какая-то бригада была, они прям зачищали после того, как увезут мусор. Вот с этого года началось. Это вонь у нас постоянно, мы и окна открыть не можем. Из-за того, что выглядит как несанкционированная свалка, люди, проезжая, просто бросают сюда. В свалку превратилась и площадка на Черкасово. Это улица Центрально-Мариупольская. Мусор летает далеко за пределами контейнеров. Экологи совместно с прокуратурой объехали 15 проблемных площадок авиастроительного района. Из них 11 в поселке Северный. Там, где мы зафиксировали площадки, факты накопления твердых коммунальных и иных строительных отходов, да, там, где зафиксировали несвоевременный вывоз, они чистятся. То есть по нашим актам реагирования устраняется все это. В принципе, достаточно быстрая реакция идет, да, и местных властей, и регионального оператора. Но вот системной работы на сегодняшний день не налажено. После нас на место приехали и мусоровозы. Вот так стала выглядеть площадка на Давыдово, так контейнеры на Камышинской. Как сообщил регоператор, причина переполненных площадок в складировании строительного мусора и нехватке контейнеров. Региональный оператор делает все, что может, в том числе вывозит строительный мусор, который в огромном количестве складируется жителями и серыми возчиками за свой счет. Строительный мусор не входит в ТКО и должен оплачиваться отдельно. Также одной из проблем является отсутствие необходимого количества контейнерных площадок. Строительство и содержание контейнерных площадок в поселках – обязанность администрации района. В районной администрации отмечают, федеральный закон наделил их полномочиями только по созданию и содержанию контейнерных площадок, но не по установке спецконтейнеров для строительного мусора. Обязанность в виде установки специальных контейнеров под вывоз строительного мусора законодательно не закреплена. Договор на вывоз отходов заключен между жителями УК по ЖКХ напрямую. Администрация стороной договора не является. Жители самостоятельно заказывают спецконтейнеры у регооператора для утилизации строительных отходов. Две стороны и две позиции на проблему. Пожалуй, пока ни одна из них не желает взять на себя эту ответственность. В адрес главы администрации района Рената Шамсудинова и руководителя регооператора Евгения Чекашова внесены представления об устранении нарушений по закону. На это дается месяц. Рамиль Шайдуль, Надель Миндубаев, ТНВ, Казань.